Доброе утро, пятница, 19 октября на календаре. Мы продолжаем наш эфир. И сегодня мы говорим о безопасности льда в этот осенний период. Сегодня в нашей студии Виталий Осипов, государственный инспектор центра ГИМС. Доброе утро, Виталий Александрович. Как на сегодня обстоит ситуация на водоемах? На территории Якутии на данный момент активный процесс ледообразования образуется. Водоемы покрываются льдом, лед замерзает неравномерно. И осенний лед – это первый лед. Он опасен, хрупкий и до наступления морозов. Вот это вот продлится. В зону риска прежде всего кто попадает? В первую очередь это у нас дети, школьники, рыбаки, любители, выходя на зимнюю ловлю рыбы. И те граждане, которые пренебрегли все правила выхода на лед, на хрупкий, ломкий лед, и подвергают тем самым жизнь опасности. Но на сегодняшний день основное направление, да, деятельности, которое ведется госинспекторами центра ГИМС. Государственными инспекторами ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Республике Саха-Якутия проводятся мероприятия по укреплению правопорядка на водных объектах. Также проводятся беседы, лекции в учебных заведениях, дошкольных заведениях. Проводится надзор за маломерными судами. В настоящий момент навигация для маломерных судов закрыта. И также группы технического надзора контролируют выставление знаков, аншлагов, выход, выезд на лед запрещен. Так, но самая безопасная, да, толщина льда это какая? Сколько сантиметров, да? И вообще о правилах поведения на льду. Расскажите нам, пожалуйста. Безопасная толщина льда это 7 сантиметров человека может удержать. Но лед замерзает неравномерно еще раз. Где-то может 7, а где-то может и меньше. Как можно понять, что у льда 7 сантиметров? Посмотреть визуально, смотреть, если цвет голубоватого цвета или там нету трещин, протаян, то если он голубоватого цвета, то тогда толщина льда позволяет. Или замерить, если вы рыбак, уходите, прежде чем выйти на водный объект, замерьте. С линеечкой? Да. И самый такой вот момент, то что правила поведения на льду, в первую очередь, вы уходите на водный объект. В первую очередь надо посмотреть на выставленные знаки. Если выход, выезд на лед запрещен, ни в коем случае не выходим. Если вы двигаетесь по водному объекту, увидели где-то впереди наледь или трещина, или еще какая-нибудь, то это очень опасное место, надо его обойти. И такой вот случай, например, школьники, не только школьники, взрослые, проходя домой, они сокращают путь, проходят по водному объекту, например, по озеру. И тем самым подвергая жизнь опасности. Ни в коем случае не выходим до наступления морозов, ни в коем случае не выходим на водный объект. И также рыбакам хотел посоветовать иметь при себе подручные средства спасения. Они, в принципе, много места не займут, но могут сохранить жизнь, спасти человеку жизнь. Какие подручные средства? Это в первую очередь это веревка, шест небольшой, который может удержаться на плаву. И бур тоже является как средством спасения. И также при себе иметь спички. И в первую очередь оповестить знакомых, родственников, куда вы направляетесь, ваш маршрут движения, чтобы родственники знали, куда вы направляетесь. Что делать, если человек все-таки провалился под лед? Какие действия с его стороны? И как же помочь такому человеку? В первую очередь ни в коем случае не паниковать, сохранять как можно больше спокойствия. Вы провалились, вы удерживаетесь на плаву, выбрали наиболее крепкую кромку льда. Если видите, это оживленная местность, то запросите о помощи. Если нету никого, то надейтесь уже на себя. По возможности, если у вас рюкзак или еще что-то, снимите себя. Выберите наиболее безопасную кромку льда и заберитесь на нее. Виталий Александрович, навигация на данный момент закрыта. Какое наказание влечет, да, нарушение правил? Да, навигация для маломерных судов закрыта. Статья 11.8 Кодекса административных правонарушений. По району плавания. Управление маломерным судном, закрытые сроки навигации. Административный штраф от размера от 500 до 1000 рублей. Составляется постановление по делу административного штрафа, либо протокол. Виталий Александрович, огромное вам спасибо, что приняли участие в нашей программе. Будьте бдительны, граждане, не нарушайте правила, ведите себя на ледяных поверхностях очень аккуратно.